Его наследие не знает границ и не теряет актуальности. В Государственной Думе открылась выставка, посвященная 175-летию со дня рождения Ивана Яковлева. С места событий мой коллега Дмитрий Ковалев. Выставка «Человек, опередивший время» теперь на охотном ряду. Экспозиция расположилась в фойе Государственной Думы. Ее первыми посетителями стали депутаты Нижней палаты парламента, руководители фракций и представители чувашской диаспоры. Сегодня рабочий день в Госдуме начинался под песни чувашского народного коллектива «Ендеш». Выставку, приуроченную к юбилею просветителя, открывали в торжественной обстановке. Наши артисты заряжали энергетикой гостей. Чаще всего на открытии выставки звучало слово «единство». Символично, что почетными гостями стали руководители 6 парламентских фракций. Первый заместитель председателя Госдумы отметил, что наследие Ивана Яковлева – бесценный дар для всей страны. 2023 год указом президента Российской Федерации назван годом педагога и наставника. Поэтому, я думаю, не случайно сегодня мы открываем здесь выставку. Это человек, который внес огромный вклад в просвещение. И сегодня, я думаю, эта выставка, которая здесь открывается, будет очень интересна для всех. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов внимательно рассматривал каждый экспонат выставки. В интервью нашему телеканалу он рассказал, что всегда, приезжая в республику, чувствуется, насколько сплоченно живут вместе представители разных национальностей. Именно так звучит один из заветов просветителя. Я знал, что он перевел Новый Завет, но я не знал, что на русский и чувашский народ полностью переведена Библия. Русский читал, и это делает честь ему, как одного из мыслителей. Мне очень нравилась всегда атмосфера, которая царила в республике. Атмосфера дружбы, согласия, культуры. Даже поразила ваши традиции. Если из родного дома уходят родители, то по наследству передается не старшему сыну, а младшему. Выставка «Человек, опередивший время» о том, как создавалась чувашская письменность. Среди экспонатов и личные вещи Ивана Яковлева, его труды, исторические фото и даже первые версии изданных букварей. Организатором выступил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. В этом такое величие и такая значимость большого человека, который понимал, не только любил свой народ, но и понимал, что будущее у народа может быть вот в этом месте единения. В его духовном завещании есть важные строки, которые говорят о единении всех народов, которые проживают на территории России. Сегодня, как никогда, эти строки очень актуальны, потому что именно в единстве сила. Иван Яковлев основал Симбирскую школу, где готовили учителей, создал чувашский алфавит и издал свыше 100 книг. И выбрал своей миссией служить народу. Ведь даже первых учеников, которых он обучал грамотности, он их содержание оплачивал за счет своих репетиторских денег. За 50 лет существования Чувашской народной школы, ведь она выпустила тысячи учителей. Выставка «Человек, опередивший время» показала, что труды Ивана Яковлева не теряют актуальности и сегодня. Юбилей просветителя вышел на всероссийский уровень. Выставка продлится всю неделю. На 21 апреля в Госдуме запланирован круглый стол, где обсудят заветы великих просветителей страны. Так продолжается праздничный марафон, приуроченный к юбилею Ивана Яковлева. Дмитрий Ковалев и Николай Скворцов. Республика. Из Москвы.